Как давно вы стали изучать тему борщевика? Моя бабушка высаживала борщевик, а я теперь занимаюсь борьбой с ним. Вы готовы? Да? Мы начинаем. Борщевик Сосновского был найден в Грузии и описан Идой Манденовой в 1944 году. Свое ботаническое название вид получил в честь исследователя флоры Кавказа Дмитрия Ивановича Сосновского. А свое родовое название на латыни Гераклиум за свой высокий рост до 3-4 метров и листья большого размера до 1 метра в высоту. В естественной среде борщевик произрастает в восточной части Большого Кавказа, на Южном Закавказье и даже на юго-востоке Турции. Там он растет спокойно в горных лесах и на субальпийских лугах. В тяжелые послевоенные годы необходима была сельскохозяйственная культура, способная быстро и качественно укрепить кормовую базу животных. Борщевик Сосновского идеально подходил по всем параметрам. Это многолетнее растение, абсолютно не требует затрат на его возделывание, не нуждается в уходе, толерантен к плодородию почвы, морозоустойчив, устойчив к повреждению вредителями, к болезням устойчив, быстро отрастает весной и образует большую биомассу, богатую питательными веществами, сахарами, витаминами и микроэлементами. Кабардино-Балкарской ССР в свое время было предложено силосовать борщевик Сосновского. И вот в 1947 году Полярно-Альпийский ботанический сад ввел борщевик Сосновского в первичную культуру, изучил и рекомендовал к возделыванию в качестве кормовой культуры. Итак, в 60-е и 70-е началась массовая интродукция борщевика Сосновского по всему Советскому Союзу. Исследования новых силосных культур, в том числе борщевика Сосновского, в Удмуртской опытной станции велись с 1964 года. В 1966 году на экспериментальной площадке на 3-м году жизни за 2 укоса борщевик дал 95,5 тонн с гектаров зеленой массы. Это втрое больше средней урожайности кукурузы в нашем регионе. Борщевик возделывали даже несмотря на то, что сок борщевика имеет свойство провоцировать ожоги на коже человека. В те годы моя бабушка Антонина Григорьевна Самарина, она работала лаборантом в отделе семеноводства опытной станции, и они возделывали борщевик в том числе и рассадным способом. При этом мама рассказывает, что в период высадки рассады у бабушки все руки были в ожогах, но это не останавливало исследовательскую работу. Полагалось, что этот недостаток решат селекционеры, но селекционная работа велась до 80-х годов и закончилась ничем, потому что наличие фотодинамически активных фурокумаринов в соке Сосновский оно является доминантным признаком. И при межвидовом скрещивании получались гибриды, свободные от этих фурокумаринов, но они отличались меньшими размерами и не представляли производственного интереса. В 80-е годы стало ясно, что специфический запах борщевика сохраняется в молоке и мясе, фурокумарины сохраняются и после силосования, при этом ухудшают качество молока, снижается его кисломолочное свойство и приобретается молоком горький вкус. К тому же стала очевидная опасность его из-за ожогов, и поэтому его выращивание прекратилось. Но за годы культивирования борщевик получил широкое распространение как в европейской части нашей страны, так и в Сибири и на Дальнем Востоке. Он приобрел способность к самораспространению и проявил себя как агрессивный вид. Первые одичавшие растения были отмечены уже в 1948 году в Московской области, но массовый характер дичания был отмечен в 70-е годы. В 80-х годах борщевик включен был в список эргазиофигофитов, это то есть беглецов из культуры. В 90-е годы, в период распада агропромышленного комплекса Российской Федерации, контроль над распространением этого инвазивного вида был утерян, и распространение борщевика приобрело характер
экологического бедствия. Растение заселяет нарушенные экосистемы, в том числе неиспользуемые сельхозугодья, распространяется в долинах рек, образует обширные моновидовые заросли. Самыми неустойчивыми к борщевику являются, конечно же, кормовые, лекарственные и луговые растения. Вытеснение таких растений, как корневищные и корнет-прысковые, которые способны образовывать плотную дернину и удерживать почвенный слой, привело к разрастанию оврагов и к размыву береговой части поймы. Для человека борщевик является ядовитым. Он провоцирует появление ожогов первой и второй степени. Первичные признаки ожога можно даже не заметить. Это легкое покраснение и умеренный зуд. Но если не принять мер, то краснота усиливается, натекает отек и появляются круглые волдыри, наполненные жидкостью. Это свойство фурокумаринов. При попадании на кожу они разрушают ее естественную защиту от ультрафиолета, и поэтому в ясную погоду ожоги бывают сильнее, болезненнее и впоследствии дольше заживают. На сегодняшний день, по данным Россельхознадзора, борщевиком засорены уже 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Наибольшее распространение борщевик получил в Завьяловском районе, в Силтинском, Увинском, Шарканском, Глазовском и Болезинском. Существует множество мифов о борьбе с борщевиком Сосновского. Кто-то срезает его, заливает бензином, уксусом, кто-то откапывает, оставляет на морозе. Но семена, допустим, образовавшиеся и которые зимой на морозе находятся на цветоносе, они сохраняют свою всхожесть. Поэтому морозы семенам не страшны, они проращивались и дают всходы. Это уже отмеченный факт. Борщевику помогают завоевывать новые территории, также свойство фурокумаринов ингибировать прорастание семян других растений. Быстрый рост, огромные размеры, способность расти скучно – все это обуславливает его беспрецедентную конкурентную способность в фитоцинозе. Сочный мощный стебель борщевика, богатый питательными веществами, дает возможность семенам созреть даже на скошенном растении. Если скашивать борщевик постоянно, не давая образоваться семенам, то корень такого растения сохраняет жизнеспособность 10-12 лет. Это значит, что скашивание – это самый неэффективный способ борьбы с борщевиком Сосновского. С тех пор, как стало понятно, что борщевик куда более вредное растение, чем полезное, стали разрабатываться меры борьбы с ним. Они включают и механические, агротехнические, и химические, и биологические способы. Чтобы бороться с вредным объектом, необходимо знать его биологические особенности. Вот борщевик – это многолетнее монокарпическое растение, развивается по типу двулетника. То есть в первый год формируется розетка листьев и сильная корневая система. А на второй или последующие годы жизни формируется генеративный побег с огромным количеством семян. После плодоношения растение отмирает естественным образом. Но у него очень высокая семенная продуктивность. От 20 до 100 тысяч семян способно образовать одно растение борщевика. На следующий год прорастают не все семена, 20-70%. Остальные находятся в почве и сохраняют схожесть в течение 2-3 лет. По некоторым данным дольше, 5-8 лет. Размножается борщевик только семенами. Если уничтожить семена, то растение больше не дает жизнеспособных единиц. И важно, что эти семена с глубины более 5 сантиметров не всходят. Важно знать, что борщевик не отрастает от корней, но он имеет почки возобновления на нижней части побега на глубине примерно 10 сантиметров. В борьбе с единичными растениями самым эффективным способом считается выкапывание. Корневая система борщевика
она уходит в глубину до 2 метров. Основная масса корней располагается в слое 30 сантиметров, а выкапывать достаточно 10-15 сантиметров, чтобы выкопать этот подземный побег. На больших территориях эффективными приемами ухода на основании биологии растения являются ежегодная вспашка и гербицидная обработка. Но самым лучшим способом в борьбе с борщевиком это, конечно, активное землепользование, например, возделывание картофеля. Оно включает в себя и вспашку, и гербицидную обработку, несколько окучиваний за сезон и уборку подкапывающими орудиями. Обработка почвы с возделыванием, скажем, зерновых культур – это тоже эффективно. Но, как правило, борщевик растет вдоль дорог, в кюветах, на склоновых участках, во вражных зонах или в других неудобицах, в которых невозможно провести механические или агротехнические приемы. Поэтому очень эффективна работа ранцевыми опрыскивателями, гербицидная обработка. В черте поселения используются такие гербициды, как торнадо, магнум и адью в баковой смеси. Эти гербициды, они разрешены к использованию в личных подсобных хозяйствах, поэтому допущены к применению в зоне поселения. А на придорожных участках, в придорожных полосах или во вражной местности применяется баковая смесь горгона, также с магнумом и адью. Горгон, в отличие от торнадо, он избирательного действия, он сохраняет злаковый травостой. То есть происходит сразу естественное залужение обработанной территории. Магнум, он формирует некий экран, который препятствует прорастанию семян в течение сезона. А адью – это поверхностное активное вещество, прилипатель, проще говоря, который помогает гербициду лучше проникать в растения. На сегодняшний день в селе Первомайске Завьяловского района мы имеем не менее 20 гектаров площади, полностью освобожденной от борщевика. Но работы ведутся с 2019 года. В 2019 году за счет средств местного и районного бюджетов, а также силами нашего Удмуртского федерального исследовательского центра была проведена химическая обработка 23 гектаров и 8 гектаров мы механически обработали. Работы ведутся ежегодно, обрабатываемые площади достигали 48-54 гектаров. В этом году мы планируем обработать 55 гектаров засоренных борщевиком территорий. За 4 года мы имеем уже участки, которые свободны от этого растения, но при этом мониторинг заканчивать мы еще не будем, потому что по некоторым данным даже до 15 лет семена сохраняют свою схожесть в почве. Для борьбы с борщевиком на небольших территориях и для борьбы с единичными растениями применяется такой способ, как срезание соцветий. Срезание соцветий с уже образовавшимися семенами. Таким образом, растение думает, что выполнило свою генеративную функцию и, естественно, отмирает, так как в нем это заложено природой. Для борьбы с борщевиком в личном подсобном хозяйстве можно развести в 1 литре воды 30 мл торнадо, добавить туда немного магнума, но по норме 0,2 грамма, и обработать 1/100 вашей засоренной территории. Так как гербициды уничтожают вегетирующие растения, они никак не воздействуют на банк семян, который содержится в почве. А семена сохраняют схожесть в течение нескольких лет, поэтому в течение нескольких лет, минимум в течение 3 лет, борщевик у вас будет всходить, но в меньших количествах. И в конце вы можете уже просто выкапывать единичные растения борщевика, тем самым освободите свой участок от этого засорителя. До 2012 года борщевик Сосновского был включен в Государственный реестр селекционных достижений. Его исключение и включение в классификатор сорных растений дало возможность формированию нормативной базы для борьбы с борщевиком. С 2018 года в Удмуртской республике работает дорожная карта по борьбе с борщевиком Сосновского. Она включает механическое и химическое воздействие.
Выделяются средства, возможно получение грантовых средств на эти цели, разрабатываются интерактивные карты засоренных борщевиком участков при ведомствах, вводятся взыскания против собственников, не проводящих мер по уничтожению борщевика сосновского на своих земельных участках. Бороться с борщевиком нужно системно и неотступно, не менее 3-5 лет на одном участке, хотя бы контролировать его распространение, потому что при сохранении темпов неконтролируемого распространения в ближайшие 5 лет площадь, засоренная борщевиком, удвоится, а значит и удвоятся затраты на его уничтожение.